ребята, заехал к нам вот такой Фитяра ГП5. Будем клапанишки сейчас регулировать. Клапана стучат, да? Давай послушаем. На. Опа. Угу. Давай, ставь палку. Ну да, вот тут, да, щелкает. Ну. Есть, да, щелчки такие? Ну, да. Щелкает. Есть такое. Ага. Но она как бы, она холодная так работает. Еще хуже. Сейчас прогретый. На холодную еще хуже стучит. Да. Еще хуже. Ну это клапана, точно. А еще бывает муфта, если руки щелкать, не знаю. Нет, тут явно, братан, клапана. Я даже с цилиндра слышу. Есть такое. Ну да, шумновато. Ага. Шумновато. А что по подшипнику? Вроде тихо, да? Тихонько пока. Но. Тихонько. Менял, что ли? Или обслуживал? Нет. Нормально все? Калибровки проходишь все? Ничего не калибровал? 15. Ого, нормальный пробег. Жидкость меняй, тормозную тоже. Тоже вся уже болото. Надо менять ее. Прокачку делать полную. Сколько там? Замена 6 будет. Тут 2 литра надо почти пролить по системе. Ну давай я сейчас диагностику сделаю сразу. Ребята, человек уже 3 года ездит на Фите. У него пробег 175 тысяч километров уже. Большой пробег. За машинкой человек ухаживает. Вон какая она аккуратненькая вся. Сейчас будем делать входящую диагностику. Все проверим. На ошибочки проверим сейчас. Ключик не видит, да? Ключик у тебя? Давай сюда его. В машине летят пропуски. Вот такие вот. 6, 2, 1, 3, 4. Что еще здесь у нас? Дросселька в 100% заедании. Надо чистить. Короче, у тебя дросселька грязная. Сейчас будут у нас проведены такие работы, как регулировка клапанов, чистка дроссельной заслонки и калибровку будем делать тоже робота. Потому что человек 3 года ездит, вообще ни разу ни робота не калибровал. Ну так, менял, в принципе, он масло. Жидкость в актуаторах тоже надо будет, наверное, заменить. Дали мы тут почти что дроссельку он на отмачивание поставили. Грязи с нее вышло, ё-моё. Макс сейчас добирается до крышки клапаны. Весь впускной коллектор надо снимать здесь будет. Да. Пошла жара. Вот. Ух ты. Что-то тут они совсем обжатые. Вообще ее надо менять, эту резинки, по идее. Клапанов. Сняли крышку. Так. Здесь у нас что? Рокера. Обычные, как жигулевские, да? Цепочка. Да. Сейчас нам надо найти мертвую точку, короче. На шестерне.
Мертвую прям. Да. Понятно. Как бы живая. Ну, если она не мертвая, мы ее добьем нахуй. Знаешь, Honda Green же, да? Да, ультра. Ультра Green. Хорошее масло. Вот. Видно, что движочек чистенький. Меняю каждые 5000. Красавчик. Обязательно. Все бы так меняли. А то все по 10 ездят. 10-7 минимум. Нормас. Вот такой двигатель. Вот. О, где ты? Спуск маленько, конечно, грязный, но это ничего страшного. Главное, это вот клапан. Клапанная крышка, что там покажет. И что там внутри двигателя. Внутри такая же картина будет. По-любому. Регулировать клапана. Макс вывел верхнюю мертвую точку. Здесь такая надпись есть. Up называется, вверх. Ее, да, ER. Up. Ее просто выставляешь наверх и все, в принципе. А здесь вот эта вот метка вверх. Вот она должна тоже быть вверх чуть-чуть. И здесь вот еще меточка есть. Она Да. должна параллельно быть вот так, крышки получается. Да. Ну и все. А там тоже она на шкифе, на шкиф И вот тоже они, у него метка же есть. вот Кстати, так рекера должны ну ходить. посмотри-ка. Братан, Чё? посмотри-ка на шкиф. Вот видишь его? Так, теперь вот к нему-то как подходить, я хуй его. Ёбаный рот. Задний это пиздец. Чик. Регулировка клапанов идет. Зазор 0,25. Выпуск. Впуск, да? 25. 25-й Впуск. пуск. Выпуск 0,30. Выставляем. Вот та сторона вообще неудобно делать. Вот, с трудом вот. Вот так должно. Угу. Еще даже можно. Вот так. Еще может? Не, еще, Уже много, да? еще много. Не стоит. Вот так. Угу. Во. Отрегулировали клапана. Последний цилиндр остался. Зазоры выставили почти везде. 0,25, 0,30. Ну, конечно, тут не так все просто. Вот эти еще подбираешься легко, а вот те уже нужен какой-то спецключик. Короче, по идее ключик нужен вот такой же. Такого типа. Только чтобы он был загнутый. Градусов на 45. Ну, где-то вот так. Тогда удобно будет держать и регулировать. А так ничего сложного. Ключик накидываешь вот так. Вот. Ослабил. И отверточкой сверху вот так вот. Чик-чик-чик. Регулируешь. Все, подрегулировал только, чтобы только-только, да, ходила. Щуп. Вот этот. Вот, допустим, щуп 0,25 нам нужен, чтобы вот эти впускные клапана. Все, вот, допустим, вывел рокер. Вот, допустим, он ходит. И туда подставляешь зазор. И смотришь, короче, вот так это делается. Ну и под него регулируешь. Самое сложное тут открутить коллектор впускной. Крышку снять тоже. По идее, вот эту вот прокладку надо новую ставить. Мы обратно все воткнем как есть. И вот эти вот прокладки тоже очень сильно дубеют. Их тоже сразу новые. Если такую процедуру делать, надо новые ставить, по идее. Потому что эти, они уже все, они задубевшие. Нет вот прокладок у нас сейчас таких. Поэтому обратно будем все втыкать как есть. Ничего не поделаешь. А? А? Я могучий?
Кресло массажное. Ну вот, но, Целый день отработал, ты тут так вот, да? но, Домой пошел. но это надо Максу таких машин штук 1000 сделать, тогда и могучий купим. Это уже, блядь, 1010. Ну, а Так, так. ладно, нам надо сейчас... Система тут жигулевская. Вот это у него CVT муфта называется. Есть у Хонды. Это типа муфты VVTi, что-то типа того же самого. Что еще здесь в этом двигателе? 2 распредвала. Больше тут ничего особо нету. Никаких гидрокомпенсаторов. Ничего здесь нету. Ломаться нечем. Да, обычный автомат Калашникова, который вот раз в 40 тысяч или в 45 надо хотя бы вот такую процедуру с клапанами провернуть, подрегулировать. Это регламентная. По регламенту от 40 до 60. Да. Ну и вот как бы так. Чтоб клапана меньше зазора уходили, ездите, ребята, на нормальном бензине 98-м в Якутске. В других городах можно, наверное, 95-й лить, но у нас бензин особый, самый лучший, который только есть в республике, да и вообще. Так что нужно нам здесь заливать 98-й бензин. ЕТЭК еще есть. ЕТЭК, Вообще ну ЕТЭК, заебись. это раньше был ЕТЭК, но сейчас его нет. В общем-то, такие вот, ребята, дела. Ставьте лайк. Сегодня у нас регулировка клапанов. Также мы на этой тачке заменили уже жидкость тормозную в коробке в роботе. Калибровочку сейчас сделаем. И дроссельную заслонку у нас уже чистая, тоже почистили. Так, это Да, вот что? такой у нас дроссель, идеально чистый. Все. Был 100% заедание у него. Вот, 4-й цилиндр. Угу. Смотри, Но видишь? Рок- поднялся. Да, Рокет. тут самое важное, что хочу сказать, что как регулируется, как выводить эти цилиндры самое, для что- регулировки. Вот этот вот, он должен вверх Еще смотреть. могу, да, походу подтянуть вот так. Ну, чуть-чуть, Вот да. Так. Он вверх должен смотреть. Вот этот, всё. вот эта вот часть, Это вверх он смотрит. капелька вверх должна смотреть, да. И все, и можно регулировать спокойно. Все, болтаются. Да? Ну все. Вот Да, так они и вы- многие могут болтаться. Вот второй цилиндр. Мгм. Здесь вот, например, болтается. А почему? А рокер у него не выведен вверх, да? А он Ну. уже болтается. Ну, как-то так, ага. В общем. Один открывается, другой закрывается. Но Да. один открывается. Ну, два тип- распредвала, но Да, да. с одним распредвалом тоже как бы такая, у него есть вот такая хуйня тоже. Мертвую точку ставишь нахуй. Здесь открыто, и там открыто. И хуй победишь, короче. Короче. Главное, чтобы у нас все это Метку поехало. сделал, все, он стоит нормально. И здесь стрелочка есть. И с той стороны 4 написано прям. Он прям на 4-й. Вот видишь? Он указывает прям на 4-й, Конечно, 1-й, вот 2-й, смотри, 3-й, да? Да, 1, 2, 3, 4 там написано прям. Вот сейчас я. Без всяких этих нахуй. Вот видите, шестеренка вот эта вот получается. На ней есть значение. 1, 2, 3, 4 цилиндр. Вот Да. где она вверху стоит, 1, Но 2 или 3, 4, там и будет у вас регулировка. ИП, вот ЕН, как Ап, ап, да, вверх. ап это первый цилиндр. Ап. Ап это конкретно Вот, да, первый. так и написано ап. Но. Второй цилиндр написано прям второй Ага. цифра. Ага. Потом третья цифра, четвертая цифра. Ну. А ап это первый. Первый. Да. Ну все. Мертвая Вот точка. так, короче, у Honda устроено, ребятки. Так что можете сами даже регулировать клапана, если не боитесь. Вот. А так, процедура очень муторная, занимает очень много времени. Но тем не менее, делается все. Ну-ка, мы еще проверим. Отрегулировали мы с Максом клапана. Сейчас дроссельку будем калибровку делать. Потом откалибруем коробку. И все, тачка полетит. Дроссель чистый. Клапана отрегулированы. Коробка отрегулирована. Жидкость тормозную тоже поменяли мы в актуаторах. Все хорошо. Может, подстраивать. Ну, то, что дроссель-то не отрегулирован. Ну шумов нету, я не слышу. Шума нету, да. Ну, что-то.
Клапана Клапана пропали. пропали же? Пропали? Так на холодную как долбило, да? Мы троих щелчки были. Щелчки, да? Ну подожди, дай. Это дросельный, это обучен. Ему сейчас обучиться надо. Ну поэтому сейчас на холодную еще подтраивает. Не, ну все равно не должен. Не, ну цилиндры все работают. Так, едем после калибровок, после всех. В этой машине мы отрегулировали клапана, поменяли жидкость в бачках актуатора, дроссель почистили, ну и калибровки сделали все. Че, газани? Еще дальше ехать нам далеко. Нравится, Нормально? Нормально. Плавненько. Не, сейчас вообще хорошо будет. Калибровки надо делать обязательно. Каждые 10 тысяч калиброваться надо. Ну и дроссель надо тоже чистить. Сейчас она у тебя и бензин экономить должна, по идее. Посмотришь, поездишь, увидишь. Сейчас не проскочил уже. Уже вот тут. Рядышком. Дальше. Следующий. Ага. Все, машинка едет нормально. Ребята, всем привет! У нас хорошая новость. Пришло вот такое масло Moly Green премиум. Это у нас 0В20. У него сертификаты ESP, GF, 6А, Made in Japan. Вот такая вот бочка идет, обычная, самая простая. Ну, это у него просто чехольчик такой красивый. Вот, ну, в принципе, масло качественное, очень японское, настоящее. То есть из надежного источника привезенное. Вот, поехал, купил такой насос. Так что приезжайте. На розлив теперь есть масло, будем замену делать. По маслам у нас получается 1000 рублей 1 литр масла будет такого молигриновского. Это у нас на ПАО присадках масло уже более качественное. Вот. Оно уже к морозам больше стойкое, потому что у него есть ПАО присадки. Ну и в принципе будем менять масла. Приезжайте, будем обслуживать ваши гибридики. Ну и не только гибридики, это масло вообще в принципе универсальное для любых более современных автомобилей. Вот. Дальше планируем еще будем привозить, наверное, скорее всего, еще такую бочку закажу. Moly Green 0В20 гибрид. И будет еще бочка потом попозже 5В30. Тоже Moly Green'овская. Вот. Так что ставьте лайк, ребята. Приезжайте к нам на замену масла. Сделаем все качественно, хорошо. Тут немножечко нам книжек отправили. Тоже будем давать книжки при замене. Вот такие книжицы, буклетики. Здесь вот есть буклетик. А в буклете написано, что вот она, это Moly Green Premium. Вот. Синтетическое энергосберегающее моторное масло для современных бензиновых автомобилей. Обладает высоким индексом вязкости, превосходными смазывающими характеристиками для высоких и низких температур. Обеспечивает надежную защиту механических деталей двигателей и экономии топлива. Вот. Также тут есть вот такие у них линейки масел 0В30, 5В30. Вот. Вот это вот тут написано, что это PAO Blended синтетическое масло VHVI Group. Вот так вот, ребята. Приезжайте на замену.